Из 8 человек, у которых подтвердился коронавирус, сейчас находится дома в селе Ирбан под наблюдением врачей. Самому младшему заразившемуся 8 месяцев. Сегодня Торахем и Ирбан закрыли. Жителей Тувы убедительно просят не выезжать в другие районы, не принимать гостей и не выходить из дома без острой надобности. После лечения было забрано контрольные анализы. В результате были отрицательны. Карантинные мероприятия в селе Ирбан сняты. Несмотря на то, что 6 односельчан выздоровели, село Ирбан остается под контролем. Проникновения коронавируса в Туву избежать не удалось. В республике были приняты ужесточенные меры по соблюдению режима самоизоляции. Сегодня самое безопасное – это побыть дома. Не надо без надобности выходить на улицы, тем более выезжать в другие регионы. 12 мая скончалась 68-летняя пациентка с коронавирусом. Экспертиза показала, что причиной смерти стала новая инфекция. За одни сутки в тех европейских странах умирает 600 человек. Кызыл вроде бы самоизолировался, но на улицах довольно много людей. Если первые несколько дней самоизоляция соблюдалась, то теперь она трещит по швам. В Лухемской больнице зарегистрирован факт смерти пациента, у которого посмертно был выявлен вирус COVID-19. Глава республики Шалбан Караул проводил переговоры с Сергеем Шойгу на тему развертывания в республике мобильного госпиталя. В Минобороне поддержали просьбу правительства Тувы. Буквально за сутки тут установили мобильный госпиталь на 300 мест. Это очень коварный вирус. Сейчас настало время, когда внутренний стержень, дисциплинированность помогут обеспечить нашу безопасность. Сейчас важно победить вирус и работать сообща. Все зависит от нашей дисциплины. Специалисты отмечают некоторые улучшения в показателях, но с оговоркой, что расслабляться по-прежнему еще слишком рано. Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции на прошедшей неделе показывает нам некоторую стабилизацию. В связи с улучшением ситуации в регионе снят первый этап ограничений. Снимается запрет на посещение водных объектов. Обязательным остается масочный режим и социальная дистанция. А с 20 июля планируется открыть целебные источники, аржаны, санатории и курорты.